За 2020 год фонд национального благосостояния заметно увеличился, однако власти не стали распечатывать кубышку и пускать деньги на поддержание экономики. Тем не менее, стимулировать внутренний спрос необходимо, но это не обязательно делать за счет средств Фонда национального благосостояния, считают эксперты. Альтернативой может стать создание нового антикризисного фонда за счет прогрессивного подоходного налога. Отмечается, что у нас очень высокое неравенство доходов. 10% населения владеет 80% национального богатства. Даже в США этот показатель ниже. Там 10% владеют 70% богатства, в Китае 60%. То есть среди крупнейших стран в России самый высокий уровень неравенства. По мнению экспертов, существующий фонд национального благосостояния можно оставить нетронутым до наступления более черного дня. А вот для поддержания экономики, стимулирования внутреннего спроса можно создать параллельный фонд, который бы пополнялся за счет временного введения прогрессивного подоходного налога с очень высокой ставкой для самых богатых россиян, прежде всего рублевых миллиардеров. Учитывая количество супербогатых россиян, за несколько лет такой фонд без особого труда мог бы пополниться на 10 триллионов рублей. Таким образом, удалось бы сохранить и те 10 триллионов, что сейчас лежат в Фонде национального благосостояния, и получить дополнительные 10 триллионов в новый фонд. Тем временем в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Среди прочего, по задумке парламентариев, социальные пенсии должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темпы роста прожиточного минимума. Правительство Мишустина и Минфин в 2020 году официально высказались против индексации пенсий работающих пенсионеров. Данный вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018-2019 годах, однако тогдашний Кабмин пришел к выводу, что денег на это нет. Автомобильная отрасль столкнулась с дефицитом чипов. Их стало труднее достать, потому что в пандемию резко вырос спрос на бытовую электронику. У производителей автомобилей возникают новые проблемы с поставками. Ситуация может усугубиться, отмечают эксперты. Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать производство. В январе Honda сократит выпуск на японском заводе примерно на 4000 автомобилей, а General Motors обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем. В большинстве автомобилей имеется по меньшей мере 40 различных чипов, а производители микросхем отдают предпочтение покупателям бытовой электроники, потому что их заказы больше, чем у автопроизводителей. Только годовой рынок смартфонов составляет более миллиарда устройств по сравнению с менее чем 100 миллионами машин. Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо, как на оптовом, так и розничном рынках. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, рост розничных цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции, которая по предварительным расчетам Росстата составила 4,9%. В течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате его действия в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции, сказал Новак. Отмечается, что базовая цена ежегодно индексируется на 5%, что превышает рост розничных цен на автобензин. Это создает дисбаланс, и темп индексации базовых цен для расчета демпфера должен быть уменьшен. Тем не менее, и при его текущих параметрах рост цен на автозаправках в 2021 году не превысит инфляции, считают эксперты.